Добрый день, уважаемые гости! Сегодняшнее наше мероприятие будет посвящено депортации ингушского народа. Все мы знаем, что 23 февраля 1944 года одна из самых позорных дат в летописи истории. Подготовительные работы к операции по выселению чеченцев и ингушей велась задолго до февраля. План был разработан на высшем уровне и включал в себя масштабные мероприятия. Февраль 1944 года. Его последние уходящие дни навсегда запечатлелись в памяти ингушского народа, как начало неслыханно горестной поры в его истории. يا الله دي خادق عشياخة انزل إيدي يرتي شرفني أقارن في برادي خلي ضحك خطر مبحك بالبر بيطم والليلة خلو بسيدوتي بيداش تدينر бош ватиш висачи ищи дегага да ватиш дысачи бири фусунга хукит та вердина дысачи агага хажу спанах салейш алонга мы елыш канально мы току дед я Аллах водил покупатель вам тем харитузы шигянеры борса мялх сетулся командой чухадишь биришь дадишь вас один ازلق حاجادر ماستخ چندوب حلقينة إحنا خيخا باقينا بابر سرماشر تمني زافو يا الله مدوق ليرة تاربالا ميوحك سبتوخنا يرأس دقاشك بابش ببور باتsa آلا خين داتسون خولي أدو سلقس سنانا غلغينشي ميل خلغيلة حيبابا بيتأدي أقول بشتي Таечи тимхара ищила биса, хайбов авалыка, дяла бали. Мастера кацалуш ере галгайчи, хакам халону духа еждат. Хахцонуш юха еждаха бедаем, хилч авырани, садегула. Сегодня исполняется 77 лет с трагической даты 23 февраля 1944 года, когда в одночасье ингушский народ был лишен своей родины и депортирован в Казахстан и Среднюю Азию, обвинен в предательстве и пособничестве немецким войскам. إذا إثبات شو استديله شرط أقوى فевраль خارج دينا دي صح ديالك عرض ويمك بالبير دلخش وقالنخ محرج خير جنة وبيري تو ديجش دلخش وكونخ الأزمش حيبي آخر جعلي لطر جرس بيت دوالة شريو يفرش الشيدر واشخ إندر تو خارج دينا. Нет семьи, в которой не коснулась бы трагедия выселения, которая не испытала бы на себе ужасы сталинского геноцида. У любого из нас кто-то из родственников остался лежать на чужбине, похоронен в казахских степях, нет дома, где не дочитались бы отца или матери, сына или дочери, брата или сестры. Умирали невинные люди на пути в Сибирь, не вынося ни человеческих условий, произвола, голода и холода. До предела товарных вагонов, как скот, везли без воды и хлеба гордый войнавский народ. Депортация, 500 000 ни в чем не повинных людей. Старики умирали от голода, оставляя еду для детей. Во время коротких стоянок, землей чуть прикрыв в мороз, на глухих безлюдных разъездах хоронили без слов и слез. Поезд все дальше и дальше уходит в холодную ночь. И слышно, как мать тихо плачет, обняв уже мертвую дочь. Война уходила на запад, а с нею твои сыны.
Они еще не знали, что предатели и враги — это те, кто страну защищали. Под Брестом и под Москвой кровь за родину проливали в борьбе с фашистской чумой. Я горжусь тобою, народ мой, сквозь лихие пройдя года, ты покрыл себя славой, как воин, непростые для всех времена. 23 февраля на рассвете дома чеченцев и ингушей стали ломиться солдаты и офицеры с автоматами и винтовками. Они требовали сдачи огнестрельного оружия, топоров, ножей. Естественно, у населения никаких автоматов, пистолетов, винтовок не оказалось. Они грубыми окриками, прикладами поднимались с постелей детей, женщин, стариков и выводили всех на улицу. Людей сгоняли к мечети или в огороды. Вокруг устанавливалась охрана с автоматами и пулеметами. При малейшем сопротивлении открывали огонь. Офицеры объявили горцам, что все они изменники Родины, и поэтому по решению советского правительства выселяются в среднеазиатские республики, в Киргизию, Казахстан. На сборы отводились всего лишь 15-20 минут. Лай собак, мычание коров, плач детей и женщин, окрики солдат — все это слилось в сплошной и протяжной гул. То и дело раздавались выстрелы. Это стреляли в тех, кто не подчинялся приказу. Села, дома были окружены плотным кольцом охраны, дороги заблокированы солдатами. Сибирь. Давайте, собирайтесь. У вас есть 20 минут подготовки. Все, сюда, сюда. Что вы стоите? Давайте живее. Быстрее. Живее, живее. Давайте, давайте. Людей начали увозить в большегрузных машинах, без теплой одежды, без запасов питания. Вскоре горцы вереницами потянулись к железнодорожным станциям. Среди них были беременные женщины и матери с детьми, старики и больные. С чудовищной жестокостью поступали с немощными. Их вынуждали оставлять близких в их домах или заставляли бросать у дорог, обрекая на холодную и голодную смерть. Товарные вагоны, в которые загоняли людей, совершенно не были приспособлены для перевозки пассажиров. Без сидений, без тепла. Вместо окон маленькие люки по два с каждой стороны вагона. В стенах щели, через которые надувал холодный ветер. «За что?» – спрашивал у каждого инах. За что? Спрашивали безвинные дети и седобородые старики. «За что?» – меняясь в лице, кричали воины-фронтовики. Но никто не мог дать им вразумительного ответа. На этот страшный вопрос вряд ли могли ответить и сами организаторы депортации ингушского народа. Каждый вагон набивали столько человек, что находиться там можно было только стоя. Вагоны набивались битком.
Тут же со скрежетом наглухо закрывались двери. Стоны, крики, проклятия. Матери просили для детей воды. Конвоиры быстро смекнули. Есть деньги, будет вода. За каждый кувшин воды требовали 30 рублей. 180 эшелонов под покровом ночи, один за другим, словно черные змеи, потянулись по железной дороге и покатились к востоку, в сторону Сибири. Потерянные, оскорбленные, униженные, убитые горем люди ехали в никуда. Ехали в безвестность. В покинутых горцами домах в это время шел массовый грабеж. Вывозилось все: ковры, кинжалы, одежда, драгоценности, книги, все, что люди наживали поколениями. Вслед за физической расправой началось истребление культурных и исторических памятников. Остановка 10 минут. Никому не уходить из вагона. Стой! Я золотой! Стой, кому говорю! Куда его сейчас? Положи его! Хоронить его все равно не будем. Все, что есть. Дай похоронить, прошу. Быстрее! По вагонам, быстро! Больные или мертвые есть? Minūsi pasauli, gisats minūsi šorta kurka, pasauli gidāli engari minūsi. Minūsi. Satūriš, Allah, perdod, šandakšan. Yarad halur Allah, ra'aytu Allah, wa satūriš, kaunam, satūriš. Minūsi sacīja. Yani yapar. Ya şimdi işte bu açıklıyor. O bu ne diye sekiyor. Ya işte o. Ya böyle bu. Моделка, Вайса, доктор,
даете. Елка жгуби, соккара елка, ты таракчы гулды. Толкайчы гулды, дали гулды. Şimdi bastım batyalı, ısını kalkalı. Bu niye istiyorsa aldı kuanı. Çıba kamalka, garısı istiyorsa. Kuşsa ayın sırık tarafı. İşte yılha, ползочки. Сыгат пошла, пуголька собела, Ира, напела, сосаника, сапога, ога. Сапога катаха, мерзган жидечи. Возле диак, хамсара палаки, напела, эсти, сосаника, ога. Вы приехали. Уходите из вагонов. Это ваша последняя станция. Мшила. Мамиска мغيل موتجي ثروي دقر. مخوزة يرق حوي غلغيشي. فوق الدهو بيخ. فوق الدهو. А было и так. Немощных стариков, больных, расстреливали на месте или попросту сбрасывали в пропасть. Бывало, сжигали живьем. В Санкт-Петербургском музее бережно хранится дневник ребенка, который пережил блокаду Ленинграда. Всего одна неполная ученическая тетрадь. Теперь об этом дневнике знают во всем мире, потому что детской рукой записано все, что видел, ощущал и чувствовал ребенок блокады Ленинграда. У нас нет подобного дневника, который был бы написан в Сибири рукой ингушского ребенка. Но из воспоминаний наших дедушек и бабушек, волею тирана, оказавшегося в детском возрасте за 1000 километров от родного очага, лишившихся самых близких людей и выживших. И за каждым из них трагедия отдельно себе.
Горькие исповеди, рассказанные своим внучатам, бабушками и дедушками бесценны. Они потрясают своей страшной правдой. И удивляешься, как же они выжили, как не обозлились, не стали животными. Ведь это подвиг остаться человеком в таких нечеловеческих условиях. Это подвиг народа. За эти 13 лет легче всего было сломаться. Но народ выдержал, не обозлился. Это и есть крепость нации, ее спокойная сила. Величие народа не в его количестве, а в духовной твердости. Не потерять бы ее нам, живущим сегодня. Так началось выселение. За 5 дней на древней земле Ингушетии и Чечни не осталось ни одного ингуша и чеченца. 500 000 человек погрузили в вагоны для перевозки скота. Женщины и дети сидели на полу. Молодежь ехала стоя. Спали, поддерживая друг друга. Ехали 18 суток с редкими остановками в голой степи. Остановки использовались для очистки вагонов от покойников. Люди прятали своих умерших родственников. Ведь самое страшное для нашего народа — не предать труп земле. Прятали, надеясь похоронить на месте прибытия, чтобы иметь возможность ходить на могилы своих родных. Но солдаты автоматами заставляли вытаскивать из вагонов умерших. Вагоны трогали. Умершие, матери, отцы, братья, сестры, дети оставались на снегу. Одним росчерком золотого пера из реестра братских народов СССР было вытянуто 12 провинившихся народов. Над ними, как над утопленниками, замкнулась болотная гладь темноты, оставив лишь расходящиеся круги ада. В начале войны 28 августа 1944 года были выселены в восточные районы страны все немцы. Следующими за ними 4 ноября 1943 года были выселены в Среднюю Азию карачаевцы. Затем 28 декабря этого же года в районе Сибири, Калмыкия. 23 февраля 1944 года в Казахстан и Среднюю Азию чеченцы и ингуши. И 18 мая 1944 года в Казахстан и Среднюю Азию крымские татары. 8 марта были отправлены туда же балкарцы. Много людей погибло в тот 1944 год, не выдержав долгую дорогу в холодных вагонах. Люди умирали на местах. Враждебно настроенное население боялось помочь прибывшим переселенцам. Это была трудная весна на чужбине. Закончилась и эта страшная дорога в никуда. Положение в ссылке было таково. Все, начиная с 16 лет, стояли на учете в спецкомендатурах по месту жительства. Еженедельно, в определенный день, спецпереселенец обязан был являться в комендатуру, чтобы отметить. Неявка на назначенный день рассматривалась как побег и наказывалась ссылкой в Сибирь.
Жизнь на чужбине постепенно налаживалась. Местные жители привыкали к тому, что перед ними были не бандиты и враги народа, а достойные с картошкой, луком, одеждой. Спецпереселенцы стали получать пособия, пенсии от государства. Весна 1953 года очистила землю от кровавого тирана. Надежда на возвращение вспыхнула с новой силой. Что же теперь будет? Спрашивали люди друг друга. Как изменится наше положение? Но ничего вокруг не изменилось. Весной в Москву полетели письма. В то время это было небезопасно, и все ингуши писали вновь и вновь, надеясь, что справедливость рано или поздно восторжествует. Эти письма взывали, молили о помощи. Но Москва молчала. И, наконец, 1956 год, 20-й съезд партии. С ингушей, как и с других народов, сняли все обвинения. В 1957 году была восстановлена Чечено-Ингушская ССР, но в сильно урезанном виде. 48% территории пригородного района до сих пор остается под юрисдикцией Северной Осетии. Ингуши возвращались на Кавказ. Этого часа наш народ ждал долгие 13 лет. На вокзалах смех, шутки, хохот. Настроение у всех приподнятое. То тут, то там взрываются веселые звуки ингушской гармошки. Когда мы вернемся домой всем народом, придется вам вспомнить, откуда мы родом. Придется вам вспомнить, откуда вы сами, незваными здесь, объявились гостями. Как станет ли, может быть, послушными псами, мы милости вашей просить перестанем. Мы гордость свою вековую припомним, от скифов и тавров ведущую рукой. Когда мы вернемся, а мы все вернемся, в степи, в горах соберемся, и весело, с музыкой, справим поминки по вашим указам, по вашим будинкам, по сказочкам вашим о дружбе народов, в то время, когда нас лишали свободы, лишали отчизны, надежды и Бога. Моста из развалин мечети дороги. По вашей удобной, сговорчивой правде
пайками оплаченной верности ради, по вашей оплеванной внуками вере, что можно народы казнить для примера. Когда мы вернемся, поклонимся в пояс тому, кто хранит еще память и совесть, кто нашим тиранам не пел аллилуйю, тому, как старшему руку целуем, того, с кем, с того, кто нас подлинно травит поныне, мы маску народных равнителей снимем, и пусть они глянут в лицо нам открыто, не прячась за власти худое корыто. Когда мы вернемся, все будет иначе, и тот, кто нас топчет, тот вскоре заплачет, как плакали наши отцы на чужбине, когда матерей наших там хоронили. Когда мы вернемся, земля наша вскрикнет, и духом своих по ущельям окликнет, вернет родники к долгожданным истокам, и фигур отцов возвратит их потомкам. Мы слезы утрем нам, прощения попросим, и слово дадим, что вовеки не бросим. По воле своей ли, чужой ли, как прежде, видней наша память и наша надежда. Мы в сердце любовь к ней сквозь все проносили. Не всем этот путь оказался по силе. Но даже кто падал, тот знал, мы вернемся. Все вместе под небом родным соберемся. Народ провел в высылке 13 долгих лет. За это время от холода погибло до 230 тысяч людей. Все это время с нас не снимали позорного клейма врагов народа. Эти 13 лет – самый горький период в истории ингушетии. Многие нашли приют на чужбине, многие похоронены на чужой земле. Память об этих людях долго будет храниться в сердцах нашего народа. Тахын, вайме катяли плах чдина, вайндага уховай Казахстане от себя как гыргырла. Вежери, ежери. Наггахат самар фурдахт, валгайме центр сдезал, хватив цакастыш. Няхаля тадавила тумолыш. Далгеш долцан, ялсах этим был. Бир замотик, ялдя полёлцан. Такое не забывается и не забудется, пока кровь течет в жилах нашего маленького многострадального